«Письма солдату». Именно так называется очередное издание, вышедшее из-под пера труженика тыла, заслуженного работника народного хозяйства Коми Эдуарда Матюшина. На сей раз Эдуард Иванович вынес на суд публики письма девушки из Коми-Глубинки, которые он получил в годы службы в советской армии. Позже она станет его супругой, и вместе они проживут душа в душу более 60 лет. Об истории любви на расстоянии. Павел Королев. Здесь 10 лет работал в спорте. Здесь 40 лет строил дома. Здесь родилась моя семья. Эдуард Иванович по-настоящему человек разносторонний, ветеран строительной отрасли, а именно ему Сыктывкар обязан нынешним своим обликом. На пенсии издает книги, пишет стихи, занимается спортом. Не чурается и общественной работы. Вместе с товарищами активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Мы несколько лет тому начали встречаться с учениками школ. Это очень нужное дело. Когда, как говорится, выяснилось, что дети-то не знают об участниках Великой Отечественной войны. Мы тогда начали, ходить, и начали спрашивать, в класс зайдет, спрашивать, кто знает о участниках войны, о войне. 3-4 человека поднимали руки. Письма солдату Эдуард Матюшин посвятил своей верной и надежной спутнице жизни, Нине Ивановне. В книгу включены их письма, которые они писали друг другу, будучи, когда Эдуард проходил службу в армии. По его признанию, решение жениться на этой девушке созрело еще до первой встречи. Фотография Нины и ее письма оказались достаточным основанием для такого решения. Супруги прожили вместе более 60 лет, а после того, как Нины в этом году не стало, издание стало настоящей летописью их любви и послевоенной жизни Коми-Глубинки. В начале текущего года друг мне Нина говорит: «Дик, я нашла свои письма, которые я тебе писала в армию. Я их, наверное, уничтожу». Я говорю: «Что ты, Нина? Это же наша история, история нашей молодости. Это ценнейший материал того времени, как жили на селе, как работали молодые учителя, какая была жизнь и так далее». Несмотря на свой солидный возраст, а 5 июля Эдуарду Матюшину исполнился 91 год, он все так же сохраняет ясность ума и бодрость духа. В ближайшее время ветеран намерен взяться за новую книгу. Ее он собирается посвятить жителям села Спас-Поруб Прилузского района. Павел Королев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.